Лето в горах Заилийского Латау подходит к концу. Ароматы цветов и луговых трав наполняют благоуханием воздух предгорий, а над всем этим цветущим разнотравьем пчелы, шмели, стрекозы, бабочки. Насекомые – самые многочисленные и удивительные представители живой природы. Часть из них открыто изучена и описана энтомологами еще со времен Линнея. Часть до сих пор остается загадкой для ученых. Начнем рассказ о самых красивых, хрупких и изящных существах – бабочках. Более 45 лет изучением чешуекрылых занимается энтомолог, путешественник и фотограф Александр Жданко. Сегодня у нас настоящая ночь в музее. Музей природы, этнографии, животных, птиц, но больше всего, конечно, насекомых. Вот наш главный герой, Саша. Я вижу, что он и фотограф, и оператор, судя по всему, от Бога. И кругом бабочки. Но меня, конечно, поразила вот эта футболка с бабочками. Я вижу, что бабочки-то ручной работы. Вот я вижу Махаон, я вижу Аполлон. Это кто вышивал? Это моя мама. Она очень любила вышивать. Она привила мне интерес к природе, к бабочкам. И вот на каждый день рождения вышивала вот такие майки. А мама так же, как вы, хорошо разбиралась в бабочках? Ну, нет, конечно. Она была учитель русского языка и литературы. В школе преподавала 45 лет. Но очень любила природу и помогала мне собирать в детстве коллекции бабочек. А вышивала она уже с хороших книг, с фотографий классных. Даже с моих книг, уже написанных позже. Энтомологам надо родиться, утверждает Александр. Бабочек он начал собирать и ловить еще в детстве. Увлечение предопределило выбор профессии. Жданко – известный в мире науки энтомолог, открывший более 130 видов бабочек. Какие здесь виды? Вот это все казахстанские виды? Ну-ка вот покажите несколько видов, наиболее таких ярких или, может быть, редких. Вот это вот что за бабочка с таким хвостом? Я такого не видел никогда. Ну, это Дальний Восток, павлиноглазка, дальневосточная. Ну, здесь мама использовала уже и тропических бабочек, некоторых с тропиков, вот, из моей коллекции. А так здесь в основном наши бабочки Аполлон. Аполлоны, конечно, самые такие редкие, средиземские наши, Махаон. За плечами Александра более 300 научных экспедиций. В поисках необычных или редких бабочек он обошел пустыни и степи Средней Азии, был в тропиках Индонезии, на хребтах Памира, Алтая и Тянь-Шаня. Ученый изучил и описал тысячи видов чешуекрылых. Ему достаточно одного взгляда на пролетающую бабочку, чтобы рассказать о ней буквально все. Как называется, где обитает, чем питается. Чтобы накопить эти знания, Александр Борисович провел многие годы в научных библиотеках Санкт-Петербурга. Он, кстати, ученик лучшей в мире питерской школы энтомологов. А вот такая яркая бабочка была, мы называли ее королек в детстве. Угу. Какое у нее зоологическое название? Да, это Ванесса кардуи по латыни, или репейница. Очень интересная бабочка. В детстве тоже в Алмате много их летало на клевере, все их ловили на клумбах. Бабочка уникальная, она мигрант. Она летает в Египет и потом там потомство откладывает, а с Египта летит опять сюда и здесь. Мигрирующая? Да, следующее поколение здесь живет. Интересные наблюдения в мире живой природы можно сделать, даже не отправляясь в далекую экспедицию. Александр говорит, что на своем дачном участке за лето можно увидеть немало интересных видов бабочек. Но самое многочисленное семейство голубянок. В Казахстане больше 100 видов. Это, кстати, самая моя любимая группа. Я больше всего видов описал именно из этой группы. Она самая слабо исследованная была, самая запутанная, потому что выявить, как голубянка, где она живет, на каком растении, это очень сложно. Они очень похожи. И тем более многие виды гусениц этих голубянок муравьи затаскивают. Муравейники, они докармливают гусеницы, они там окукливаются, бабочка уже вылазит из муравейника. Не съедают их? Не съедают. Гусеницы голубянок выделяют сладкий секрет, который муравьи используют для корма своих личинок, поэтому они их охраняют и в природе охраняют.
Среди бабочек есть обитатели пустынь и те, что живут в горах или в степных зонах. Разнообразие ландшафта и климата способствует тому, что практически все центральноазиатские виды представлены в Казахстане. Первыми красавцами местной крылатой фауны по праву признаются махаоны. Часто можно встретить белого Аполлона, парящего короля высокогорий. Размах его крыльев достигает 13 сантиметров. В зарослях облепихи обитает облепиховая голубянка. В горах Заилийского Алатау порхает перламуторка алматинская. А в Тургенском ущелье живет редчайшая в мире бабочка – хвостатка тургенская. Ее можно увидеть на Курчатке Мушкетова. Это тоже эндемичное растение. В эти места даже приезжают иностранные туристы, чтобы поймать эту редчайшую бабочку. По данным ученого, сейчас в Казахстане насчитывается около 420 видов дневных и более 1000 видов ночных бабочек. Люди любят бабочек. Они яркие, они красивые. С ранней весны до поздней осени летают они. Совершенно А скажите, а какое потомство приносят бабочки? Исчезновение не грозит видом бабочек? Здесь, видите, сложный вопрос. Если бы мы не асфальтировали, не рыли каналы, не делали водохранилища, тогда бы мы не убивали биотопы, где бабочки живут. Для них главное убить место обитания, тогда бабочка исчезнет. А если бабочку ловить с очком, допустим, вот как мы ловим для науки, это, конечно, невозможно выловить никакой вид. В этом смысле не грозит. Исчезновение. Исчезновения не будет, потому что бабочка откладывает 200-250 яиц, самка откладывает. Бабочки живут не больше месяца, но отличаются большой плодовитостью. Их тысячи, особенно много в труднодоступных местах. Например, сенница монгольская массово обитала в пойме реки Или. После строительства плотины она осталась лишь в нескольких местах выше Копчегайского водохранилища. Таких бабочек энтомолог заносит в Красную книгу. Всегда мне было интересно, чем питаются бабочки? Бабочки нектаром питаются, естественно. Практически все. Но есть бабочки, правда, не дневные, ночные, у которых отсутствует вообще хоботок. Они питаются только запасом жира, который накопила гусеница. Но это вот у ночных бабочек есть. Дневные бабочки питаются все нектаром, имеют они мощный хоботок длинный. Но вот нам приходилось выкармливать бабочек, чтобы они нам яйца несли. И вот мы кормили фруктозой. Что сахара нельзя. Хоботок такой тоненький, проходит только молекула фруктозы. Вот, покупаешь фруктовый сахар, разводишь ее на ватку и прямо раскручиваешь хоботок. И у нас Делали Аполлоны, сироп да, и сироп. шприцом капали. Не-не-не, прямо садишь бабочку, и она хоботок сама раскручиваешь, она сидит, кушает. Вот у меня была одно время выставка зимой. И летали 2 живых махаона прямо по залу. И я каждый день приходил и кормил их вот фруктозой. И, конечно, столько посетителей было интересно. И они жили как раз месяц, как у меня выставка шла. И вот за этот месяц бабочки летали среди моих фотографий. Фотография – еще одно увлечение Александра Жданко. Съемка природы – большое удовольствие, но и сложная творческая работа. В Александре проснулся художник, который разбирается не только в зоологии, но и умело подбирает нужные ракурсы и удачные световые решения. За последние годы он провел несколько персональных фотовыставок. Выпустил 15 фотоальбомов, посвященных природе Семиречья. Также за его плечами 4 монографии о дневных бабочках, которые были созданы в соавторстве с коллегой Сергеем Тороповым. Наверное, это все-таки большая удача, когда внутренний мир, изыскание, поиск ученого смогли реализоваться вот в таком великолепном альбоме, в такой книге. Энтомологи всего мира знают Александра Жданко вот по таким альбомам.
На фотографиях очень хорошо видно, что когда бабочка раскрывает крылья, она яркая, а стоит ей сложить их, она мгновенно превращается в кору дерева, в камешки, которые вокруг, в листья. Она мимикрирует. Да, совершенно верно. В природе, если не спрячешься, то тебя тут же съедят. Но мне заинтересовали усы на ваших фото. Они у всех видов разные. Совершенно Полосатые, клетчатые, с хоботочками. Для чего бабочки усы? Ну, усы. Осязание? Конечно, она чувствуется. Все время, когда садится на цветок, бабочка усиками она работает. Вот видите, работает. Без усиков бабочка погибнет. И усики – это очень хорошие признаки, родовые признаки. Даже вот по форме усиков, по расцветке усиков можно определить принадлежность таксономическую. К какому роду, к какому виду, к какому семейству относятся бабочки. Вот у голубянок у них всех полосатые, как у такси. Да, как такси с шашечками. И глаза тоже. Глаза по цвету потрясающие. Вот у желтушек ярко-зеленые глаза. Чем еще удивительны бабочки? Среди них есть зимующие виды. В октябре лимонницы, крапивницы забираются под корень деревьев, а весной вылетают, чтобы отложить яйца. После выполнения миссии продолжения рода они, конечно, погибают. Долго в этом семействе живет только гусеница, все 3 сезона, с весны по осень. Бабочки – это потрясающие симбиозы, восхищенно говорит ученый. Каждая живет на своем цветке, каждый вид занимает какую-то экологическую нишу. В этом гармония природы. А бабочка может жить при минусовой температуре? Вот я открыл в 70-е годы бабочку, летает зимой, но она, правда, около 0 градусов, ну такая саксаульная пяденица, на саксуле живет. Вот она зимой вылетает, ну правда в оттепели, ну когда вот около 0, она в шубе, как шмель, летает быстро. Вот. Уже без хоботка, потому что кушать нечего зимой. Значит, бабочка настолько приспосабливается, что даже толстую шубку одевает на себя. Да, совершенно верно. Ну, если взять вот высокогорных бабочек, наших Аполлонов всех, они же тоже все в шубе летают, такие пушистые все. И вот в высокогорье, если взять ночных бабочек совок, то они там днем летают, потому что днем теплее, и тоже они такие все в шубе. Так что здесь очень хорошее приспособление. Впрочем, даже такому страстному и увлеченному натуралисту, как Жданко, пока еще не открылись все тайны хрупкого и изящного мира бабочек. Чудом природы он считает разнообразие их окраски. Такое немыслимое сочетание цветов, оттенков трудно придумать человеку. Не может же быть, чтобы Творец создал яркие и замысловатые рисунки только ради красоты. В природе все не случайно. Вот для чего бабочкам такая красота? Во-первых, хорошее зрение цветное у дневных бабочек. Вот. И одна из гипотез, что все-таки они очень хорошо видят противоположный пол, по цвету определяют. Но вот это вот разнообразие окраски, просто не верится, как вот, неужели они тоже вот различают вот это все разнообразие. Вот это пока загадка для меня. Загадка, которую я еще не разгадал, она осталась как бы у меня по жизни. Вот этот вопрос. Очень интересно. Но здесь мы еще не знаем как бы разговоры, химические разговоры бабочек. Потому что бабочки выделяют специальные вещества, феромоны. У них бабочек самец охмуряет самку, выделяет духи, Ну, как когда положено. на подлете, да. Природа. А у ночных бабочек наоборот. Самка подгоняет самца как бы к себе, подманивает, выделяет тоже свои запахи. А у дневных бабочек наоборот. Но это, видимо, ночь-день влияет. Бабочки удивительно пахнут, не хуже дорогих духов, утверждает Жданко. Гвоздикой или лимоном. Каждый вид пахнет по-своему. Поэтому эти легкокрылые создания вызывают столько положительных эмоций. Бабочки вдохновляют художников, дизайнеров и кинематографистов на художественные полотна, оригинальные идеи и арт-объекты. Например, в картине «Секер» режиссера Сабита Курманбека показана потрясающая сцена массового вылета бабочек. И это как бы для меня было не случайно, потому что я искал метафоры для своего фильма о взрослении, о изменении девочек. И один из замечательных символов это нам подсказала природа.
И действительно, вот этот кадр, когда девочка проходит мимо вот этих огромного количества бабочек, она дала толчок к нашему киноязыку, что природа меняется, и человек тоже меняется. И она похожа, что наш ребенок, изменяясь, она переживает свой внутренний мир. И все это я смог показать через этих бабочек. Чтобы снять это чудо природы, оператору надо было знать, в каких местах и в какое время года начинается свадебный сезон у бабочек. А это всего 2 недели в году. Мы знали, что это происходит в Восточном Казахстане, связались с нашими коллегами. Мы мгновенно прилетели на самолете и сели в машину и поехали в пригород Усть-Каменогорска в сторону Алтайских гор. Искали. И в какой-то момент я, проезжая слева, вдруг увидел 5 бабочек, которые как-то вот спорхнули из зелени, из кустов. Я говорю: Сабит, кажется, мы нашли то, что мы искали. Мы остановились, выскочили, взяли камеру, забежали через кушары, и перед нами открылась красивая поляна, полная бабочек. Это было зрелище просто нереальное. Много бабочек, этот живой ковер, который дышит, колышется. И мы практически вот сняли за какой-то час это явление. Бабочки были великолепны. Они выполняли все актерские, режиссерские задания с Сабитой, летели куда надо, выполняли какие-то правильные вещи. Наверное, все-таки на всю жизнь я это запомнил. И для меня встреча с бабочками осталась ярким воспоминанием и вдохновением на будущее творчество. Мир бабочек не изучен до конца, так что еще нескольким поколениям энтомологов хватит работы. За свою жизнь Александр Жданко поймал 1000 бабочек. Но своей коллекции у него нет. Почти все экземпляры, которые когда-то попадали к нему в сачок, хранятся в музеях мира. Там их берегут в специальных условиях и при определенной температуре. Дома сделать это практически невозможно. Чучело бабочек уничтожают жуки. Мне с детства было интересно, как же хранятся бабочки. Мы ловили и делали коллекции, но пыльца очень быстро стиралась. Вот сейчас мы просто святая святых в этой коробке. Давайте мы посмотрим, как хранит бабочек профессионал. В настоящих музеях вот такие коробки делаются глухие, чтобы не попадал солнечный свет. И бабочки накалываются на булавочки и на основу, мягкую основу накладывается. Почему глухая крышка? Потому что солнечный свет разрушает пыльцу, чешуйки бабочки цветные, и они выцветают, и также структура крыла рушится. Поэтому вот под такой плотной крышкой они сохраняются более 100 лет. Здесь экземпляры я работаю, которые хранятся в музеях в Санкт-Петербурге. Более 100 лет бабочки хранятся. А этим бабочкам сколько лет? Ну это вот 50-60 лет. 50-60 лет этим бабочкам? Этим бабочкам. Удивительно. Которые пойманы. Ну и меньше. Ну, здесь рабочая коллекция показана, желтушки, голубянки в основном. Вот. А что значит красная бирочка? Да, вот красная бирочка это бабочка эталонная, по которой описан новый вид. Видимо, здесь вот несколько новых видов. Такие коллекции Александра Жданко хранятся во многих музеях мира. В Осло, Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге. Чтобы собрать эту красоту, порой уходят годы, а то и десятилетия. Но мы сейчас выйдем в поле и посмотрим, как это делается. Сам процесс ловли бабочек не так прост. На вооружении у энтомологов несколько орудий производства. Например, на перепончатокрылых ос, пчел ходят с маленьким сачком на толстой ручке. Жуков собирают при помощи сачка косы, предварительно очистив плантацию от травы. А вот для бабочек нужен легкий складной сачок не менее полуметра в диаметре. Почти такой же, как у известного литературного персонажа профессора Паганеля. Но помимо сачка, утверждает Александр Жданко, нужны сноровка и особая деликатность, чтобы не повредить нежное насекомое.
А мы бы добавили, энтомологу помогает немалый опыт и знания, плюс к этому отличная спортивная форма. Ловим бабочку, то аккуратно потом ее вынимаем и смотрим. Сереж, вот посмотри, репейница знаменитая. Это Бабочка. та самая Пандора? Нет, это репейница мигрант, которая летает в Египет, улетает. Вот эта бабочка улетает Да, в Египет? да, она перелетит океаны и улетит в Египет. Стаями? И там отложит яйца, и потом ее дети вернутся к нам опять сюда. День выдался солнечным и жарким. Поле, где отцветает репейник, привлекло немало бабочек. Количество чешуекрылых каждый год меняется в зависимости от погоды, обилия осадков и даже от расположения звезд, утверждает энтомолог. А еще надо знать биологические циклы их жизни. Одних бабочек можно увидеть весной, других только в июне или августе. Все гармонично в природе. И не только в мире бабочек. Александр Жданко показал нам, где прячутся личинки майских жуков. Личинки майских жуков. Единственное, что я знаю о них, что на них великолепно клюет сазан. А вообще, что можно рассказать об этих насекомых? Ну, они относятся к огромному семейству пластинчато-усых жуков. У них такие усы, как веера, женский веер, складываются такие у самцов. Чем они интересны? Они, во-первых, красивые очень. Много представителей таких ярких, в ярких нарядах. Лед у них брачный. Обычно, когда солнышко садится, на закате, вот-вот солнце сядет, и вылетают тысячи особей из-под земли, прямо из почвы. Тут же вылупляются свежие. И тут же происходят свадьбы. И чаще всего тут же и погибают самцы. А самки откладывают яйца, тоже погибают. Они живут от 1 до недели всего. А потом начинается новая жизнь, подземная. Их личинки живут от года до 10 лет. Вот питаются корешками различных растений. Вот такая интересная биология. Лето – замечательная пора. Зреют, наливаются соком ароматные яблоки и груши. Их с удовольствием съедают любители фруктов. Но сладкие плоды привлекают не только их. Бывают случаи, когда человек ест грушу или яблоко, или персик, и не замечает осу, которая села вот на этот фрукт замечательный, ягоду. Он проглатывает кусочек мякоти вместе с осой. Оса, конечно, тут же кусает его за язык. Может произойти непоправимое. Анафилактический шок. Человек может умереть. Поэтому будьте крайне осторожны летом с осами. Но ос я очень хорошо понимаю. Груша вкусная. Тот, кто хоть раз столкнулся с осой, знает, насколько опасны эти насекомые, особенно для детей. У ос довольно ощутимый укус. Особенно у этой крупной, плотного телосложения осы. Это так называемая германская оса. Она ест все, от мяса до меда. В период сбора урожая этих насекомых очень много. В это время осы строят свои домики, огромные многоярусные шары. Там они выкармливают свои личинки. На следующий год вылетит следующее поколение ос. Семейство ос огромное, там столько видов. У них потрясающе интересная биология. Секрет в том, что различные группы ос охотятся на определенных своих жертв. Есть осы, которые только охотятся на гусениц. Маленькая оса, маленьких гусениц ловит, побольше оса, побольше гусениц. Есть группа ос, которые только на пауков охотятся. Тоже, вот видишь маленькую осу, значит, она охотится вот на таких пауков с ее размером. А вот на тарантулов вот такие осы охотятся. И каждый за своей жертвой охотится. Осы – превосходные охотники. Порой, глядя на этих насекомых, подозреваешь у них присутствие недюжинной хитрости и даже ума. Добычу свою затаскивает в норку, там откладывает яйцо и замуровывает свое дитё. И потом уже, когда оса
личинка там вырастет, окуклится, и потом только оса вылетит. Может быть, через год, а может быть, и через месяц. Но что интересно, самое интересное во всех этих делах, это как оса добывает свою добычу. Это просто спектакль. Вот, например, если посмотреть, как осы Помпилы охотятся за пауками, это просто шедевр. Это тема для макрофильма целого. Потому что оса начинает танец вокруг паука, отвлекает паука. Потому что, естественно, паук смертельный яд. Если он укусит осу, все, она гибнет. И вот оса отвлекает паука и выбирает такой момент, подгибает брюшко и делает укол между хелицерами пауку. В пасти. Успевает, да, между двумя зубами. Молниеносный укол, и все, паук укусить не может. И следующий укол делается в центральное нервное сплетение. Обездвижить паука. Ножки, все. Недавно у Александра Жданко появилось еще одно увлечение – фотоохота на птиц. Теперь ученого можно нередко встретить среди бирдвотчеров, наблюдающих за пернатыми. Среди птиц есть немало видов, встреча с которыми считается даже у орнитологов большой удачей. Давно я хотел синюю птицу снять. И вот в Тургенском ущелье в этом году посчастливилось найти гнездо. Да это не простое гнездо, а на большом камне. А это очень редко для синей птицы. Лиловый дрозд или синяя птица занесен в Красную книгу как редкий вид, нуждающийся в охране и защите. Загадочная птица живет вблизи горных рек. Увидеть ее нелегко, а вот услышать можно. Даже шум бурлящей горной реки не заглушает ее флейтовую мелодичную песню. Свое поэтическое название лиловый дрозд получил за ультрамариновую окраску. Но синего пигмента в цвете оперения на самом деле нет. Удивительная иллюзия возникает в результате волшебного преломления света в тонких перьевых бородках. Издали окрас видится и сине-черным. Ближе усиливается синий оттенок, переливается лиловым, фиолетовым тонами. Фотографу, чтобы снять эту красоту, надо найти удачное место для съемки. Когда он открывает хвост, такое движение у него, как у павлина, это же вообще свет, этот ультрамарин, он бросается по кадру, просто светит. И вот пришлось 5 дней, каждый день, долго-долго искать кадры, ловить кадры. Я менял дислокацию. После обеда по свету перебирался на другую сторону реки, снимал гнездо, кормление. Меня очень удивило, когда самка притащила целую мышь, поймала и засунула целую мышь прямо одному из птенцов в рот, прямо в глотку. И он проглотил. 2 раза я такое видел. Для меня, конечно, было это удивительно. Так что вот удалось мне снять уникальные кадры. И скоро народ прочитает мои наблюдения и посмотрит уникальные снимки, потому что такое трудно снять, еще повторить. Интересно общаться с таким знатоком природы, как Александр Жданко, слушать его удивительные рассказы и наблюдать, как разгорается костер. Сначала идет легкий дымок, сквозь него рассеиваются лучи заходящего солнца. Потом пламя разгорается, ноздри волнует запах костра. И на ум приходят разные воспоминания, истории из прошлых путешествий и экспедиций. Одним словом, романтика. Особенно я, Серега, люблю вот именно наш Тянь-Шань. Здесь вот особая вот эта гармония, атмосфера Родины. Небесные горы – это просто чудо. Я их считаю самыми красивыми, самыми лучшими. Я могу их сравнить со всеми горами Средней Азии, и в том числе и с Гималаями. Так что Тянь-Шань – это песня. Шамбала. Солнце садится за горизонт, и наше путешествие в таинственный мир насекомых подходит к концу. Но впереди новые экспедиции, увлекательные истории из мира животных. Ведь природа – это неиссякаемый источник для вдохновения, для новых открытий и путешествий.